Здравствуйте, в эфире новости Центральноазиатского региона, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Дед Ватан и смерть на чужбине. В России забили до смерти 81-летнего таджика-мигранта. Имена убийц не разглашаются. Узбек-убийца. Россияне собирают подписи против белгородского врача-ташкентца, убившего пациента одним ударом. Интимных связей с оппозицией не имею, чтобы не стать террористкой. Таджикской журналистке пришлось доказать прокурорам, что она девственница. 17 лет в одиночной камере. Узбекские источники сообщили о смерти в тюрьме лидера андижанского восстания. Заменим газ Ашхабада на ташкентский, или зачем Москва давит на Туркмению через «Газпром». Туркмения уже к маю разработает новую конституцию с учетом демократических ценностей туркменского народа. В Калужской области России произошло жестокое преступление. В ночь с 24 на 25 декабря на одной из ферм двумя местными жителями европейской внешности был забит до смерти 81-летний Ватан Гафуров, старик-мигрант из Таджикистана, который подрабатывал пастухом. Вместе с ним едва не погиб еще один таджикистанец, 18-летний парень, который чудом сумел отбиться от нападавших и вызвать полицию. Два таджика-мигранта, молодой парень и старик, подрядились работать на местной ферме пастухами. 24 декабря уже в полночь к ним на отдаленную от людей ферму ворвались двое местных жителей, которые были вооружены травматическим оружием. Молодой мигрант Ахмад сумел ударить одного из напавших и выбежать из помещения, после чего бросился бежать в отделение полиции. Пока стражи порядка успели прибыть на место, нападавшие до смерти забили 81-летнего старика. Полицейские задержали обоих преступников и заключили их под стражу. Пострадавшего старика доставили в больницу, где он умер спустя 2 недели 7 января, не приходя в сознание. Накануне его тело отправили на родину, Файзабадский район Таджикистана. Деньги на транспортировку груза 200 собирала диаспора таджикистанцев в Калуге. Ватана Гафурова все местные жители, что таджики, что россияне, знали как деда Ватана или бабаи Ватана. Он был вынужден уехать из Таджикистана на заработки. От первого брака с русской женщиной у него 2 детей, от второго с таджичкой 2 дочерей. 4 года назад дед Ватан приехал в Россию, но не смог найти общего языка ни с русскими, ни с таджикскими детьми и начал работать пастухом. Подробнее об этой трагической истории из уст председателя общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова. Не секрет, что граждане Таджикистана — это граждане, которые находятся в России, они беспомощны, не защищены от различных подобных экстремистских групп. Мы называли раньше их там скинхедами, я их называю экстремистами. Действительно напали на гражданина Таджикистана, Бобо Ватана. Нас сообщили сразу. Но наша задача была к тому, чтобы возможно спасти этого человека. Но вы только знаете, что спасение, находясь не в сознании на тот момент, буквально он был, значит, со всех сторон был нанесен его удар, и основной удар был нанесен в области головы. И 7 числа, 6 на 7, значит, Бобо Ватан в Калужской области скончался. Тело, значит, вчера, 11 число, было отправлено в Таджикистан. Мы сейчас держим тесную связь с нашими представителями в Калуге, и наше письмо официально отправлено на уровень, значит, управления МВД и прокуратуры Калуги расследовать данную ситуацию. 81 год он приехал, я прекрасно его узнал, потому что он сам Файзабада. Что именно надо сделать, что сегодня наши граждане были, находясь в России, более безопасны. В первую очередь от них самих зависит. Они живут в различных кулуарах, в различных, значит, строительных компаниях, там называемых различных рынков. Но там отсутствует элементарный механизм. Они до сих пор не хотят, вот, чтобы общее объединение самих таджиков решили принимать в их защите. Я в каком плане это все имею в виду? Если сегодня таджик знал, чтобы он, прибывая в Таджикистан, сообщает таджикскую диаспору, оставляет свои номера телефона, место своего нахождения, даже иметь себе, вот сейчас мы даем гарантийную карту. Гарантийный называемый, как Федеральная миграционная служба дает им талон, мы даем гарантийный каждому нашему гражданину карты, где он буквально называет цифры, и в это время называет место, не надо имя, отчество данного гражданина, и туда прибывают наших, соответственно, представителей.
Ну а в это время в другой части России, в Белгородской области, тоже разгорается еще один скандал на национальной почве. 29 декабря прошлого года в больницу поступил 57-летний пациент Евгений Вахтин, который в ходе проведения одной из процедур сильно ударил ногой медсестру. Врач Зелендинов вступился за нее и ударил Вахтина по лицу. Мужчина упал и впоследствии скончался. Однако дело из плоскости наказать или не наказать врача переросло в межнациональную. Оказалось, врач Илья Зелендинов выходец из Узбекистана. И особенно ретивые пользователи сети начали призывать едва ли не четвертовать узбека-убийцу. Здравствуйте. Что? Ой, Алина, Ты что, мой котик. сестру? Сюда иди. Что так? Дайте! Охрану! По версии следствия, причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма, полученная при ударе головой о пол. По информации Следственного комитета, во время медицинской процедуры пациент, который был доставлен после сильного запоя, ударил медсестру ногой. Она отлетела и так сильно ударилась головой о стену, что позднее у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Врач Зелендин был возмущен таким поведением мужчины и пришел его наказать физически. Однако одного удара пациенту хватило, чтобы умереть. Сначала общественность была возмущена тем, что врача не арестовали, а только взяли под подписку о невыезде. Первоначально преступление было классифицировано как убийство по неосторожности. Это и вызвало широкий общественный резонанс. Когда же выяснилось, что врач уроженец Узбекистана, в интернете были созданы десятки поддельных страниц врача, на которые обрушилась лавина националистических высказываний. Среди самых мягких то, что, цитата, «семейство мигрантов оккупировало больницы Белгорода и считает их своей вотчиной». Пользователи кричат, что он на самом деле не Илья, а Ильяс. Активисты создали петицию с требованием наказать врача-убийцу. Среди устных требований едва ли не применение уже отмененной в России высшей меры наказания. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. В Исламабаде проходит четырехсторонняя встреча, посвященная задаче мирных переговоров с Талибаном. В мероприятии приняли участие представители Афганистана, Пакистана, Китая и США. Афганистан заявил, что талибы не должны выдвигать условия для подключения к процессу примирения. Пакистан с этим не согласился. На востоке Афганистана, в провинции Хост, минометный снаряд, запущенный боевиками, упал на территории школы. Это привело к гибели 3 детей и ранению еще 8. Ни одна из группировок оппозиции не взяла ответственности за трагедию. В Казахстане официальный курс доллара превысил отметку в 362 тенге. В обменных пунктах доллар торгуется уже на уровне 370 тенге. Свыше 32 тонн гуманитарного груза направила Россия в Душанбе. Борт МЧС доставил в Таджикистан 2 передвижные электростанции, 100 палаток и 2500 одеял. Пакистан выделил $1 миллион на оказание гуманитарной помощи населению Таджикистана, пострадавшего в результате землетрясения 7 декабря в Горном Бадахшане. Киргизские депутаты выступили с инициативой отменить срок давности для преступлений, связанных с терроризмом. Сейчас данные правонарушения относятся к группе особо тяжких, срок давности которых истекает спустя 10 лет после совершения. Узбекистан сообщил, что предотвратил ввоз на территорию республики более 50 тысяч материалов религиозного содержания. Так, при проверке почтовой посылки был обнаружен диск, на котором содержались документальные фильмы религиозного содержания. У одного из пассажиров поезда Уфа-Ташкент в памяти телефона выявлены видео религиозного содержания. Республика не пояснила, кто дал право пограничникам проверять содержимое сотовых телефонов и ноутбуков. В Казахстане в маршрутном такси, следовавшем из Алматы в Каскелен, произошла драка между 2 женщинами. Во время словесной перепалки одна девушка начала бить другую башмаком. Конфликт произошел на глазах у других пассажиров, среди которых был и маленький ребенок. Водитель потребовал от буйных женщин покинуть транспорт. Полиция разбирается, на чьей же территории произошел инцидент. Это была территория города или уже области. Новый год в отношениях Москвы и Ашхабада начался напряженно. Российская сторона заявила, что больше не нуждается в туркменском газе, она заменит его ташкентским. Для Ашхабада это не стало неожиданностью, трения с «Газпромом» идут уже много лет. Самым примечательным образом во всей этой истории ведет себя Ташкент, который просто отмалчивается, пытаясь понять, что же опять не поделили Москва и Ашхабад.
В прошлом году «Газпром» в одностороннем порядке резко снизил отбор туркменского газа и сократил его оплату, что возмутило Туркмению. Республика громко назвала российского монополиста банкротом, неспособным платить по счетам. Москва оправдывает действия тем, что цены упали, и покупать по прежней стоимости туркменский газ, который еще нужно транспортировать за 3-9 земель, невыгодно. С 2010 года Ашхабад пытается доказать, что получил газовую независимость от Москвы, построив газопровод в Китай. Однако Пекин, уже сейчас покупающий в 10 раз больше Кремля, расплачивается погашением ранее выданных кредитов. Ашхабаду же в условиях кризиса остро нужны живые деньги. Демонстрируя силу, «Газпром» заявил, что меняет Ашхабад на Ташкент. Однако Узбекистану фактически нечего дать. Годом ранее республика добыла 55 миллиардов кубов газа, 42 из них внутреннее потребление, 10 закупает Китай, еще почти 4 и так газпромовские. Фактически Ташкенту, у которого начало митинговать население из-за хронических отключений газа, нечего продавать. Тогда в чем же дело и зачем Москва давит на Ашхабад? Какова может быть политическая подоплека предложения, от которого трудно отказаться, нам рассказал эксперт по региону Аркадий Дубнов. На мой взгляд, здесь Москва сейчас стремится вести такую многоплановую игру со своими центральноазиатскими партнерами, и она связана не только с энергетическими вопросами, с покупкой либо продажей газа, но и еще с обострившейся ситуацией на севере Афганистана, который считается возможным источником угроз проникновения оттуда боевиков центральноазиатские страны, да, приграничные. Москва очень активно сейчас обрабатывает дипломатически и публично транслируя свое стремление быть готовым к тому, чтобы оказать военную помощь своим партнерам ввиду возможных угроз из Афганистана. Но пока ответов ни из Ашхабада, ни из Ташкента, ни из Душанбе конкретных на эти просьбы нету. При этом Москва, конечно, выделяет основные направления угроз – это Туркменистан и Таджикистан. И в этом смысле, конечно, трудно отделаться от впечатления, что отказ покупать газ у Туркмении может быть связан со стремлением показать Ашхабаду, что ключи от решения проблем безопасности Туркмении в руках у Москвы. Мол, мы отказываемся покупать у вас газ, но имейте в виду, что мы готовы сотрудничать с Узбекистаном, у которого мы будем покупать газ, и тогда мы, может, скорее будем помогать Узбекистану в вопросах военной безопасности. И таким образом Москва пытается в каком-то смысле вбить клин между Ташкентом и Ашхабадом. Ну а в это время в самой Туркмении готовятся к изменению Конституции. Переписывать основной закон собираются уже в 6-й раз за 23 года. Как заявил Гурбангулы Бердымухамедов, проект новой Конституции должен быть готов уже к маю. В нем нужно отразить демократические завоевания туркменского народа. Имел ли в виду он очередное продление собственных полномочий или придание себе нового титула помимо Аркадага-покровителя, пока неизвестно. Известная в Таджикистане журналистка Харамгул Кадир рассказала о том, как следователи военной прокуратуры заставили ее доказать ее девичье целомудрие, чтобы избежать обвинения не только в том, что она якобы одна из жен главы запрещенной партии исламского возрождения Мухиддина Кабири, но и обвинение в терроризме. Девушка была вынуждена пройти унизительную процедуру освидетельствования на девственность. Вынужденная сейчас находиться за границей, журналистка в интервью Озади рассказала, как попала под пресс государственного обвинения из-за своей независимой политики. После того, как 29 сентября прошлого года власти Таджикистана запретили деятельность ПИФТ в связи с якобы поддержкой мятежа генерала Абдухалима Назарзада, Кадир была вызвана в военную прокуратуру. Ее обвинили в том, что она одна из жен объявленного экстремистом Мухиддина Кабири. Чтобы доказать не только свою непричастность к мятежу военных, но и отсутствие
отсутствия интимных связей с оппозицией, девушке пришлось пройти унизительную процедуру осмотра. Так как с журналистки взяли подписку о неразглашении этого сверхсекретного расследования, она говорит об этом очень осторожно. Были предположения, что я якобы являюсь одной из жен господина Кабери и даже имею от него детей. И если этот вопрос важен для государственной безопасности и моя личная жизнь представляет угрозу государственной безопасности, я сама предложила и выразила готовность пройти любую экспертизу, чтобы доказать свою девственность. К сожалению, в таджикском обществе сложилось так, что люди сомневаются в девственности девушки, которой за 20. Конечно же, это было оскорблением для меня, однако, что поделать? Чтобы доказать это, я пошла на этот шаг. Мое дело показало, что даже наша личная жизнь, независимо от нас, может стать причиной возбуждения уголовного дела. Следствие до сих пор не завершилось, и я не могу говорить об его подробностях. Однако, когда тебя приглашают и разговор идет, извините за выражение, то, что происходит между ног, между мужчиной и женщиной, для женщины это очень все сложно. Это моральная пытка, так как не можешь защитить личную жизнь, которая гарантирована Конституцией. В других странах подобные действия называются изнасилованием, если и не физическим, то уж моральным точно. Впрочем, для властей Таджикистана сейчас важнее не чья-то честь и достоинство, а переписывание Конституции, проект которой держится в секрете даже от своего народа. Впрочем, влезание таджикских прокуроров между ног не единственная их проблема. Другая известная женщина-заключенная Зарафо Рахмани, которая также обвинена в связях с партией Исламского Возрождения, срочно нуждается в лечении. Закрытый в СИЗО юрист страдает не только от болезни сердца, но и гипертонии, а также жалуется на боли в почках. Родные попросили перевести ее в госпиталь на лечение, но следователи, ведущие дело, заявили, что ходатайствовать об этом они не имеют права. Решение должен принимать только тюремный врач. По данным сайта «Поем», кроме активистов партии, в республике арестовали даже бывшего водителя Кабери Хикматулло Сайфоева, который никогда в партии не состоял. Ну а 4 января власти Таджикистана сняли с рейса 95-летнего отца лидера ПИФТ Тило Кабери, которого родные планировали вывезти за границу на лечение. Госпитализация старику понадобилась после того, как его и еще больше десятка родственников оппозиционера пригласили на суточную беседу-допрос чекисты. В декабре на улице его заставили на камеру записывать обращение к сыну с осуждением его действий. Акрам Юлдашев, признанный узбекским судом зачинщиком восстания населения Андижана в 2005 году, умер в одиночной камере в тюрьме еще 5 лет назад. Но стало об этом известно только сейчас, со слов анонимных узбекистанских чиновников, которые утверждают, что лидер религиозного движения Акрамия умер от туберкулеза. Андижанское восстание в 2005 году началось после того, как власти начали активно заключать под стражу сторонников религиозного движения Акрамия, большая часть из которых были городскими бизнесменами. Все они признавали лидером Акрама Юлдашева, который к тому времени уже давно находился в тюрьме по 17-летнему приговору за участие в терактах, сообщает Азадлик. Последним раз живым, но не вживую, Юлдашева видели в суде по андижанскому делу, когда он давал показания посредством видеокамер. Прокуроры отказали ему в праве участвовать в процессе, оправдывая это его открытой формой туберкулеза. На записи Юлдашев полностью признал свою вину. После той записи его родным отказали в праве его посещать, передавать посылки, больше его никто живым не видел. Он содержался всегда исключительно в одиночной камере. Официальный Ташкент утверждает, что в ходе беспорядков в Андижане погибло менее 200 человек. По данным правозащитников, речь идет о расстреле нескольких тысяч. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Как и всегда, мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.